Чувашские производители начали поставлять свою продукцию в городские школы. Посредником между предприятиями и учебными заведениями теперь выступает служба общественного питания, созданная Чебоксарским хлебозаводом номер 2. Как организовано горячее питание и остаются ли сытыми дети? На эти вопросы нашей съемочной группе ответили новочебоксарские ученики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Пока у школьников уроки, в столовой кипит работа не только у плиты. Накрыть столы нужно за несколько минут до перемены, чтобы ни первое, ни второе не успели остыть. Одни из полюбившихся блюд – свекольный салат, суп и гречка с котлетой. С начала этого года в кадетском лицее имени Героя Советского Союза Михаила Кузнецова начали апробировать цикличное 12-дневное меню. Все блюда приготовлены из продукции местных предприятий и фермеров. Главные дегустаторы – ученики. Пока от них нареканий не поступало. В адрес поваров от ребят только слова похвалы. Ой, как вкусно! Мое самое любимое блюдо – это гречка. Я ее просто обожаю. Любимым блюдом, оказывается, могут стать и супы. Очень вкусно кормят, да. После проведенного опроса от дегустации не отказался и наш коллега Петр Ильин. Приятное с полезным. Снял сюжет и пообедал. Давайте мы продегустируем этот суп. Действительно вкусный. Мне нравится еда в нашей столовой. Она очень вкусная. Дети рассказывают дома, как вкусно стало, как стало чисто, приятно. У нас поменялась даже посуда, стала белая. Сказали дети, что еще и вкуснее из белой посуды кушать. Как и чем кормят учеников, проверял и вице-премьер Сергей Артамонов. Как это и подобает будущим офицерам, юные кадеты министру отвечали лаконично. Суп едите? Суп, да. Суп, да. Да. А что невкусно, что не нравится? Мне все нравится. Я тоже. Служба общественного питания объединяет только местных производителей. Это гарантия того, что в школы не попадет фальсификат. Сейчас поставщики готовых блюд апробируют меню. В лицее кормят не только обедами, но и завтраками. Мы предлагаем то, что, чем кормим своих детей. Как то есть полноценный завтрак. Спрашиваем. У детей? Да, спрашиваем. Ага. Мы предлагаем сейчас завтрак. Здесь завтракать дети пока еще не привыкли. Мало детей кушают на завтрак. Чтобы они захотели завтракать, у нас что мы предлагаем? Горячую кашу. Мы даем бутерброд с сыром, чай. Здесь многое зависит и от грамотной подачи блюд. Раньше многие ребята жаловались на холодный суп. Эту проблему удалось решить при помощи тележек. Суп сварился, перекладывается в 5-литровую кастрюлю. На тележке доставляется. Здесь стоит кастрюля с горячим супом. И учительница уже наливает ребенку горячий суп. Сейчас Чебоксарский хлебозавод номер 2 обслуживает 11 школ республики. Каждый день кормят порядка 14 тысяч человек. Наша школа ушла на ремонт. Сейчас мы обедаем в 16-й школе. Здесь кормят очень вкусно. Не холодное? Нет. Второе? А вообще дети, ну вообще, вы вообще все как отзывались? Едят обычно нормально? Да, нормально. Да. Или вам сказали сегодня говорить, что все хорошо? Нет, мне самой нравится. Как питаются в школах, власти муниципалитета и общественники держат на постоянном контроле. В рамках аутсорсинга качество блюд должно только улучшиться. Полностью все, что подается детям, соответствует утвержденному 12-дневному меню. Температурный режим приготавливаемой пищи соответствует. Также санитарным нормам соответствует помещение для приема пищи. По похожей схеме организовывают горячее питание и в школах на селе. За поставками продукции отвечает Чувашпотребсоюз. Они скупают продукцию у самозанятых, сертифицируют, проверяют на качество. И дальше при организации горячего питания эту продукцию используют в школах. Служба общественного питания хлебозавода может объединить и другие школы Чебоксар и Новочебоксарска. Главное, чтобы производители соблюдали стандарты качества. Дмитрий Ковалев, Петр Ильин и Георгий Кривошеин. Республика из Новочебоксарска.